Здравствуйте, дорогие друзья, я Жилт Зайфорд. Недавно я прочитала обращение русского гражданина к министру юстиции Казахстана, в котором он говорит, что из-за войны в Украине русским стало небезопасно путешествовать по миру, так как возросла русофобия. И в связи с этим он задает вопрос, можно ли убрать из фамилии русские окончания ов, ев, ин, а также изменить свою национальность. Лично я полагаю, что этого делать не следует, так как русский народ должен понести коллективную ответственность за войну в Украине. Надо понимать, что коллективная ответственность не означает коллективной вины. Конечно, не все русские виноваты в войне, развязанной Российской Федерацией в отношении Украины. Но тем не менее, весь русский народ, как некогда немцы, должны нести ответственность за случившееся. Как они могут хоть немного загладить вину, скажем, за содеянное российскими войсками преступления в Украине? Я полагаю, что русским можно помочь украинцам, собрав гуманитарные грузы, направив туда финансовые средства, а после окончания войны помочь в восстановлении разрушенных украинских городов. В связи с языковым вопросом, который также остро стоит в Казахстане, так как большинство русских сограждан до сих пор не овладели казахским государственным языком и не хотят его изучать, в то же время обращаются к казахам на русском языке и требуют у них предоставления информации и услуг на русском языке, я считаю, что русским согражданам необходимо срочно взяться за изучение казахского языка, потому что у казахов в мире хорошее реноме. Мы не участвовали в каких-то военных операциях против других государств. Мы не проводили денацификацию, мы не проводили геноцида. Напротив, казахский народ помог миллионам депортированных в Казахстан выжить. И сейчас Казахстан – это полиэтническое государство. Поэтому я считаю, что если наши сограждане все овладеют казахским языком и будут за границей пользоваться им, то никакой опасности для них не будет. Также возрастет консолидация казахского народа с диаспорами, и мы можем в будущем сформировать единую политическую казахскую нацию. Также я бы советовала всем казахстанцам изучать английский язык, потому что в интернете 80% контента произведено на английском языке. Контент на русском языке составляет всего 2%. Я полагаю, возможно, многие из вас знают, что я полиглот, в разной степени владею 12 языками, поэтому я вам могу помочь овладеть казахским и английским языками. Я провожу мастер-класс. Если кто-то хочет действительно изучить эти языки, то вы можете обратиться ко мне. Ссылку на свой сайт и на обращение вышеназванного гражданина я помещу в описании под этим видео. Всего вам хорошего!